Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Джалалабадскую область накануне прибыла делегация из Узбекистана во главе с хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдыразаковым. В составе делегации были руководители Наманганской области и бизнесмены. Полномочный представитель правительства в Джалалабадской области Абсатар Сыргабаев провел встречу с делегацией, где отметил, что будут предприняты усилия для реализации запланированных проектов по укреплению межобластных отношений между двумя областями. Напомним, что на днях первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалалабадской области Мамасалы Акматов побывал на праздновании 60-летия фестиваля цветов в Намангане. На встрече в Намангане стороны обсудили направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, переработке и туризме. Президенттерибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Шавкат Мированович Мирзаевдин 11-12 марттагы Ташкенттеги жолугушуусунда кол коюшулган биз Наманган областы, Жалал-Абад областы менен жол картасы түзүлгөн да. Анда бүт бардык иш-чаралар боюнча ушундай бир намерениялар түзүлгөн. Ошол боюнча биз иш алып барып атабыз. Кудай буйрса азыр мына Наманган областынан уже 5 проект боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө договорлор кол коюшканбыз. Анын 2-3-өө уже Алабукада логистикалык центри мына 1-июндан башталып атат. Ошол учурда биз пактадан, волокнодон жип чыгаруу, кездеме чыгарган фабриканы биргеликте курган атабыз Жалал-Абадта, Наманган областы менен. Анан азыр мына 60 жылдык гүл майрамына атайын ошол Наманган областынын жетекчиси чакырган үчүн биз чоң делегация менен азыр Жалал-Абад областы, ошондой эле Баткен, Ош, Бишкектен, Кыргызстандан чоң делегация келип, ушул сиздердин гүл майрамыңыздарга катышып отурабыз да. Мына бул 60 жылдык юбилей экен. Мен ойлойм, чындыгында мына биз азыр Наманганды көрүп отуруп, чындыгында ушул гүл, мындай гүлдөр шаары деп койсок болот экен. Бардык жерде мына биз көрүп гүлдөрдү эме кылып атабыз. Ошонун ичинде эле биз мына Жалал-Абад шаарынын депутаттар кеңешинин төрагасы, вице-мэри, Сузак районунун акими, айыл өкмөттөрдүн башчылары келген. Ошол шаар айылдарыбызды гүлдөтүү боюнча ишканалардын жетекчилери келген. Мына азыр опут алып дагы эме кылып атат. Биз bundan дагы бир 2 күндөн кийин 50 адам менен делегация келет. Именно гүлдү эгүү, гүлдү тажрыйба алуу боюнча Наманган областы менен дагы бир иш-чара өткөргөн атабыз. 2-3 күндө алуу мероприятие дагы болот. Бирок биз азыр Шавкат Шакыржанович менен сүйлөштүк. Ар кайсы маселелер боюнча дагы мына азыр биздин келген дагы жакшы болду. Дагы дополнительный договорлорду түзүп атабыз. Кудай буйрса, ушул Жалал-Абад, Наманган областы биргелешкен көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз деп ойлоймун. О дружеском визите представителей Наманганской области в Джалал-Абад мы проинформируем вас в нашей следующей программе. Хлеб пришел к нам из глубины веков. Он каждый день на нашем столе. Без него не обходится ни завтрак, ни обед, ни ужин. Он сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Он наш верный друг, имя, которое мы произносим с любовью и теплотой. Его имя – это хлеб. Хлеб – это символ благополучия, достатка. Хлеб на столе – это богатство в доме. А часто ли мы задумываемся, когда берем хлеб в руки, сколько ему лет? Хлеб считается священным продуктом на столах. Это связано с его свойством быстро утолять голод, так как он имеет высокую пищевую ценность. Более того, тот, кто знает, каким нечеловеческим трудом давался этот самый продукт нашим предкам, понимает, почему он имеет такой высокий статус среди всех продуктов питания. А человек, который печет хлеб, называется пекарь. Уважаемые зрители, мы представим вам интересный видеосюжет, снятый в рамках программы «Мост дружбы» в Трабзоне, Турция. Представитель отдела культуры и туризма Трабзона отвел нас в пекарню на первом этаже старого здания. Она называется пекарня Ружди. Прежде всего отметим, что выпекаемый здесь хлеб весит 2 килограмма. Здесь мы познакомились с владелицей пекарни. Она предложила нам купить хлеб. На что мы ответили: нет, мы приехали из Кыргызстана и снимаем фильм о реалии жизни. Пекарня Рюшту – одно из самых посещаемых мест Трабзона, история которого насчитывает 100 лет. Вызывает большой интерес у всех, кто приходит сюда за хлебом и местным лавашем.
4-е поколение продолжает служить здесь, в этой пекарне, где Халил Уста испек свой первый хлеб в 1920 году. Пекарня, которая ранее работала только как печь для хлеба, позже начала готовить местные питы и стала известна во всем регионе. Сорта лаваша с мясным фаршем и маслом, жареные и по-серменски традиционные и вкусны. Хотя пекарня не является рестораном, здесь вы можете поесть лаваш, который выходит из духовки горячим, с айраном, на длинном столе внутри помещения. Так как место, известное как Дом Рюшту, является пекарней, самым важным продуктом среди выпускаемых здесь изделий является хлеб. Внутренняя часть пекарни Рюшту узкая, лаваш выпекается в духовке слева. Пита с фаршем оказывается на столе на бумаге, как только выходит из духовки. Вдобавок к этому большое количество масла. Вакфи кебир тает от жара лаваша, и запах его распространяется повсюду. Все питы хрустящие, от всех разносится восхитительный аромат. Пекарня использует местные натуральные продукты, чтобы передать этот уникальный вкус. Самое интересное то, что изготовляемый здесь в пекарне 2-килограммовый хлеб хранится очень долго. Он не портится, даже турецкие семьи, живущие в европейских странах, увозят отсюда хлеб из Ружди в Германию, Францию и другие страны. Ешьте вкусно, приятного аппетита! Исторически сложилось так, что каждый народ проявлял особую заботу о подготовке доблестных богатырей, которые представляли свой народ и отстаивали его честь во время военных походов, а также во время масштабных празднеств, в которых центральное место занимали соревнования по национальным видам борьбы.
Кыргызский курёж живет в поселке Сулюкта Лелекского района на юге Кыргызстана с древних времен. Соревнования по борьбе кыргыз-курёж проводятся в знаменательные дни, праздники и на благотворительные церемонии. Интересно, что на это соревнование приглашается много людей из соседних республик. Исманали Карабаев, владелец компании «Гызыл-Булак» в Сулюкте, часто проводит такие соревнования. На каждое мероприятие он выделяет около 100 призов для победителей, включая автомобиль. Мы предлагаем зрителям поучаствовать в этих интересных соревнованиях, а также познакомиться ближе с борцами такого вида спорта, как курёж, в нашей программе «Мост дружбы». Мы благодарим Исманали Карабаева и приглашаем вас посмотреть этот интересный и красочный курёж. Аталып Кыргыздан бардыгына майрам бей. Өргө чапкан жалын жаш, Өтүп кетсе табылбас. эр жигитке шаймашай, эрги пиле карындаш. Эрги пиле, эрги пиле. Эрги пиле, эрги пиле. Шыңкыргадан каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам тим турат, албай жүрөк колкунат, жалпы тегиз бийлесек, жолундасын ынтымак. Tilekten kuyup canıp gün ötkün, canın barda öçürgü, жалыныңды жүрөктөн. Шапаттуу дүйнөдөй, шаңга кошул сүрдөбөй, кантип чыдап турасың, карап четте бийлебей. Эрги пиле, эрги пиле. Эрги пиле, эрги пиле. Шуңкарганан каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек, жолундасын ынтымак. Чагылган, жаралган би жалындан, шат өмүргө жарык бол, шамчырактай жагылган, күлкү менен жашарып, күн балдары аталып, бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталып. Баталып, баталып. Баталып, баталып. Шуңкарганан каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымак.
Я Людмила Волдован, представляю диаспору белорусов в Кыргызстане.
Одновременно это является моделью дружбы, согласия и мира на кыргызской земле, поддержки национальной политики государства. Мы выбираем стабильность. Это прямая дорога к процветанию страны.